Если у черкесов в словах уважение старых, кровная месть и гостеприимство было ранее заключено все их государственное устройство, то в новейшие времена все это под влиянием обстоятельств модифицировалось. Совершенно по-иному происходило дело у осетин. Здесь эти обычаи господствуют так же, как и много столетий тому назад. Уважение стариков развито у осетин очень сильно и ничем не отличается от того, что я описывал в отношении черкесов и что наблюдается, за некоторыми исключениями, по всему Кавказу. Карл Кох, «Путешествие по России и в Кавказские земли», 1836 год. Гости, кунака, осетин защищает как самого себя и погибает скорее сам, чем уступит врагу его тело. Он берет на себя кровную месть за него. Они щедры, делят свое пропитание между нуждающимися, услужливы, не отказывают просящему другу. Гости они принимают со следующими словами: «Мой дом, твой дом, я и все мое, твое». С тем, кто находится под их защитой, они обращаются как с родственником и не отдают беглецов. Леонтий Штёдер, 1781 год. Отец, глава дома, это живой закон осетинской семьи, даже взрослый сын не смеет заговорить с ним первый, не смеет сесть при нем, не смеет есть при нем. Отец входит в комнату, и все встают, жена, сыновья, домочадцы, все умолкают и ждут, что скажет, что велит. Марков Евгений Львович, «Очерки Кавказа», 1887 год.